В этом году наша республика отмечает 15-летие местного самоуправления. За 15 лет наша столица прошла большой путь, став одним из самых крупных муниципалитетов на всем Дальнем Востоке. Сейчас я иду на встречу с человеком, который все эти годы находился в самой гуще событий, происходивших в городе. Он может рассказать много интересного о нашем Якутске, о том, чем живет столица накануне своего дня рождения. Приветствую, Сан Саныч. Можно Здравствуй, Петр. Конечно. Потому что большинство людей называют вас как Александр Александрович официально. Да нет, я бы не сказал о том, что все говорят Сан Саныч. Сан Саныч, все да. Друзья и близкие. Конечно, это коротко и понятно. Также хотелось бы спросить по поводу именно... Мы сейчас находимся здесь, на площади Орджоникидзе. А почему именно возле якоря? Вот объясните мне, пожалуйста. Я здесь в городе Якутске проживаю с 1976 года. И тогда это было достаточно памятное место. Ну и чтобы все знали, мы обычно собирались у якоря. То есть, если ты сказал, определил место у якоря, и все знали, мои друзья, о том, что мы собираемся здесь. То есть команда, можно сказать, даже банда друзей, да? Совершенно верно. Ребята, давайте мы встретимся возле Совершенно якоря. верно. А что для вас площадь Орджоникидзе в общем, в целом? Ну, я помню данную площадь как площадь с круговым движением. Вот, старые дома. И, конечно, с этим связано очень много. Мы отсюда шли на все парады, которые тогда были. Здесь же на площади Орджоникидзе собирались с друзьями. То есть, достаточно много таких воспоминаний, которые связаны с этой площадью. Еще эта площадь впоследствии ассоциируется с развитием местного самоуправления в нашем городе и в целом, наверное, в республике. Потому что в 2002 году мы провели первый референдум, и жители большинством голосов определили именно статус городского округа, то, что сегодня мы в границах. Ну и оттуда начинается. В этом году мы будем отмечать 15 лет. И сегодня, по прошествии 15 лет, мы можем с уверенностью сказать, что именно депутатам первого созыва пришлась та историческая миссия, та историческая ответственность развития местного самоуправления как в городе Якутске, и я бы даже добавил о том, что в целом по республике. Сан Саныч, давайте мы пройдемся и посмотрим на саму площадь. Хорошо? Хорошо. Ну и, конечно же, вот на вас, я смотрю, вы выглядите шикарно. Да, мне бы так выглядеть. Как говорится, Да, вам сколько лет? Вот, извините, Сан Саныч, да? Ну, обычно женский возраст не спрашивает, А у мужчин-то это мужчин наоборот, никогда секретов наоборот. нет. Да, в этом году мне будет 59 лет. Браво, Сан Саныч, браво. Мне 29, скоро будет 30. Живот у меня больше, чем у вас, Сан Саныч. Больше, как говорится. Но все-таки 59 лет. Но я знаю, что вам было 24 года, когда вы стали самым молодым директором. Совершенно верно. И это было в Тулагинской средней школе. Может, мы поедем туда и посмотрим? Хорошо. Поехали. Ваши родные места? Да, Здесь вы начинали как учитель? Совершенно верно. Здесь я начинал свою трудовую деятельность уже в далеком 81 году. Ну, тогда школа была деревянная, одноэтажная, типовая. Мы находимся сейчас, это новое здание, новая школа. Здесь изменения произошли большие. Вот с тех пор можете нам рассказать именно в Тулагино? Ну, действительно, мы находимся сравнительно в новом здании школы, которая была построена к столетию образования школы здесь, в Тулагино. Школьные годы, в наше время, ну, я действительно, наверное, был и комсоргом, капитаном, постоянно участвовали на соревнованиях, художественной самодеятельности. На выпускном вечере я для своих одноклассников играл в составе вокально-инструментального ансамбля. Вот сейчас я смотрю вот на эти фотографии, да, агропрофилированная школа Тулагинская сегодня, да, специализированная школа. С моих времен всегда достаточно плотно мы работали, значит, с совхозом. То есть летний лагерь труда и отдыха, я в свое время и возглавлял его. Вот. То есть дети всегда свою лепту вносили. Как говорят, любая работа облагораживает человека.
И понятно, что значит дети, которые выросли здесь, учатся здесь, они выросли на земле, знают, каким трудом дается урожай. Вот с этой точки зрения именно совершенно правильное воспитание любого ребенка, любого школьника. Сан Саныч, это вы? Не узнаю вас. Да, это 1 сентября, перед школой, начало нового учебного года. Я обращаюсь, видимо, к ученикам. Скорее всего, это так. А что изменилось? Какие изменения произошли с тех пор? Сегодня мы уже должны говорить о том, что условия жизни в пригородах должны быть на одном уровне с городом. В каждом селе или микрорайоне должны быть школа, ясли, детский сад, культурно-спортивные залы, медпункт и все необходимые объекты инфраструктуры. Улицы должны быть отремонтированы, обеспечены освещением, построены теплые остановки и оптимизирована работа маршрутных автобусов. Сан Саныч, какое развитие вы видите СОТов и СОНТ? Ну, в последнее время мы видим о том, что, значит, уже строятся целые микрорайоны, малоэтажные застройки. Тот же Сатау микрорайон, тот же Северный, это выделенные земельные участки для наших многодетных семей. То есть, что в северном направлении, что в южном направлении, в сторону Табаки, по Покровскому тракту, уже образовано достаточно много таких участков, где индивидуальное жилье строится. Понятно о том, что ко всем этим территориям нужно подводить сети, создавать инфраструктуру. Однозначно о том, что, значит, там должны быть и социальные объекты, понятно, и школы, садики, больницы. Ну, сегодня, конечно, на первый план выходят именно сети подведения электроэнергии, газа. В этом году для многодетных семей это где-то порядка более 3000 участков выделенных многодетным семьям. Так, ну вот мы здесь, в 17-м квартале. Если смотреть современные дома, которые построили, это радует. Но все равно остаются вот эти ветхие деревянные дома. Условия жизни у них трудные. Я сам знаю, как журналист я это говорю. Живут они в крайних тяжелых условиях, где, сами понимаете, когда зима, когда все оттайка идет, пол просто поднимается наверх, и внизу только вода. Вот как решать это дело? Администрация города уже приступила к исполнению дорожной карты по застройке. Сегодня сформировано уже 6 земельных участков, которых к началу сентября будут выставлены на торги для заключения договоров застройки. Как известно, до 2024 года республике будут выделены миллиардные суммы на программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Из доведенных до столицы средств, в первую очередь, приоритет в расселении и комплексной застройки должны получить части города с высокой долей аварийного ветхого жилья. Это 17-й квартал, ГРЭС, Марха и другие. Я считаю, что в нашем городе не должно быть окраин. Стандарты благоустройства и условия жизни должны быть одинаковыми повсюду. Ну, Сан Саныч, мы прибыли. И как изначально у вас спрашивал, когда мы находились в 17-м квартале, по поводу развития и примера Прометея. Сегодня район активно застраивается. Ну, один из районов таких примеров, да, нормального человеческого отношения, да, хозяйского отношения. Это микрорайон строительной компании «Прометей». Действительно, здесь
кроме, значит, строительства основных объектов, жилых домов и так далее, сразу продумываются социальные объекты, инфраструктура социальная. Здесь у нас и дошкольные учреждения. Планируем строительство школы на 990 мест. Как хорошо. То есть уже вот мы на примере вот этого квартала уже видим участие самих людей, которые участвуют и в озеленении совместно с управляющей компанией. Ну, я еще раз говорю, это, наверное, один из тех правильных примеров, которые у нас есть в городе Якутске. И так должно быть, потому что я уже говорил о том, что прежде чем застройщик подпишет контракт, и в этом контракте обязательно должны быть отражены требования, которые мы должны предъявлять вообще всем застройщикам. Комплексное освоение территории. Вот яркий пример. В планах стоит строительство 3-го канализационного коллектора. Это тоже очень важно. Важно с точки зрения развития тех же социальных объектов, вообще инфраструктурных объектов, что сети должны быть. Но здесь я хочу уточнить о том, что присвоение всех наименований улиц, переулков, проездов и так далее, все это относится к компетенции действительно представительного органа, в данном случае Якутской городской думы. Эта улица носит название очень известного нашего земляка Ксенофонта Дмитриевича Уткина, известного как ученого, исследователя культуры. И в честь его названа эта улица. Я даже помню, когда мы присваивали это наименование. Это когда в сентябре. Да, в сентябре 2016 года, отдавая дань уважения вкладу, значит, именно Ксенофонта Дмитриевича в нашу науку. Мы обязательно должны, значит, эти лесопарковые зоны создавать. Есть уже предложение, когда предприниматели или частные лица выходят с таким предложением, чтобы им выделили в аренду определенные зоны, я говорю, лесопарковые зоны, да, для проведения организованного отдыха. Понятно, что, значит, все атрибуты организованного отдыха должны быть соблюдены. Но даже то, что вот уже есть, да, вот, с объявлениями, с призывами и так далее, к культурному отдыху, наверное, именно когда будут условия, наши жители привыкнут. Понятно же о том, что, значит, в связи с пожароопасным периодом объявляют о том, что запрещают там, да, мы выделяем определенные места там и так далее. Поэтому... Но люди все равно не слушаются, Сан Саныч. Все равно они едут. Конечно, это и есть. Запрещать им есть. просто И поэтому невозможно. им надо создать условия, вот такие условия, чтобы они могли спокойно приехать, с семьей время провести. Более того, здесь должны быть и велодорожки, и, значит, какие-то волейбольные сетки и так далее. То есть, если оборудовано, то должно быть полностью. Главное, чтобы потом не украли, Сан Саныч. Надо вот выбрать время. Хорошо, договорились, Сан Саныч. Как говорят, не хлебом единым сыт человек, да? Вот иногда надо и съездить на природу, а природа для меня это прежде всего вдохновение, релаксация. И поэтому общение с природой, оно обязательно нужно. И вот мои дети, внуки, все мы с семьей выезжаем всегда, и осенью, и весной. И зимой. Да, и зимой. Крепче семья становится, и это понятно. Поэтому... Ну и пример хороший, опять же, воспитание. Совершенно верно. Также я знаю, что когда ваши внуки приезжают, у вас глаза совсем другие. Ну, всегда говорили, и я теперь, сейчас уже это ощущаю, что внуки слаще детей, да. Когда дети маленькие твои, ты тоже молодой, да, и как-то, может быть, на определенные какие-то моменты и ценности, ну, не так щепетильно относишься, да, ну, работа, возможно, там, ну, молодые годы, понятно, да, вот. Хотя и к детям я всегда и трепетно отношусь, вообще к детям. Вот когда я маленький был, я всегда чужих детей смотрел, и мне говорили, вот у Саши много детей будет, да. Когда сейчас внуки приходят, это, конечно, человек тает с хитринкой своей там, и так далее, что-нибудь скажут. Наивностью. Да, наивностью. Они, конечно, тебя раскрывают от и до полностью, да. Скажет, дедушка, я по тебе скучала, ты по мне скучал или нет. Ну, что тут скажешь? Конечно. Ну, таешь, конечно.
Все обнимают нас. Совершенно верно, да. Всех целую, всех обнимаю. Ну, это тоже, наверное, своего рода такая, такая чистая, такая аура, соприкасаясь с которой ты тоже, наверное, где-то чище еще становишься. Да, это правильные слова, Сан Саныч. В волейбол мы играем давно. Мой родной клуб — это клуб «Аргыс» в составе, значит, Саха-волейбольной ассоциации. Вот сегодня мы играли команда «Вэри» и команда «Сахава». Самых разных возрастов. Есть совсем молодые, есть уже ветераны. Ну, это командная игра. Как и в любой командной работе, командный дух это играет решающую роль. И для меня подвести команду — это, наверное, сродни тому предательству, которое я бы никогда бы не совершил. Я всегда в спорте был лидером, и в жизни стараюсь быть лидером. И кто, если не я? Это, наверное, тот девиз, которым руководствует любой человек, естественно, и спортсмен. Это воспитание, уметь брать на себя ответственность. И вот как раз волейбол — это та игра, командная игра, которая показывает, когда идут финалы, игра в очко в очко. И там вот действительно проявляется лидерство, командный дух, то есть все то, что присуще, значит, командной работе. Спорт, физкультура воспитывает тот характер, где-то те лидерские качества, которые очень нужны и профессиональной работе. А почему именно здесь? Почему именно дом охотника? Почему не дом купца? Сан Саныч? Это, наверное, как-то мне ближе по духу, да? Я уже говорил о том, что я же северянин. Всегда в тайге, на охоте, на рыбалке. Вот сегодня вот это здание, вот этот домик, уютненький такой, напоминает мне охоту, общение с природой. Ну, оно соотносится с моим духом, с моими взглядами на жизнь, с моим менталитетом. Очень удачно, что мы здесь. В какой-то мере-то мы воспитывались в спартанской же обстановке. Палатка, земля сырая, оленья шкура. И для нас это было привычно, по обыкновению. Другого мы не знали. И в то время и не было никаких там излишеств и так далее. Я, например, благодарен судьбе, что я был именно в таких условиях был воспитан. Но эти условия вас и сделали таким, каким вы Возможно, сейчас да, являетесь. возможно. Ага. Еще, конечно, влияние семьи. Вот ваша мама. Ну, вот это наша любимая мама. Она отлично в здравоохранении. В детстве мы не лечились в больнице. Все уколы, все какие-то процедуры делала мама. Она была врачом от Бога, хотя закончила только фельдшерские курсы. Очень стойкий, очень... И всегда вот думаешь, да, вот я тоже всегда молодым говорю о том, что... Цените. Да, цените. И все равно остается какая-то горечь, когда уходят родители. Близкие люди. Да, и что не дообнял, не доцеловал, ну, лишний раз каких-то нежных слов не сказал. Вот. Я много лет состою членом Союза представительных органов России, поэтому мои коллеги, друзья за эти годы, конечно, уже друзья самых разных городов, и мы постоянно находимся в общении. Что вы можете пообещать всем горожанам? Ну, я одно могу. То, что у меня есть сердце в душе, это честная работа. Осенней ночью под окном туман поссорился с дождем.
И беспробудный вечер, и беспробудный вечер о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая плачут свечи, сгорая плачут свечи о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая плачут свечи, сгорая плачут свечи. А свечи плачут за людей, кто тише плачет, тот сильней. Но скрыть горячих слез они не могут свечи. И очень важно для меня, что не боится воск огня. И за тебя, и за меня сгорая плачут свечи. И очень важно для меня, что не боится воск огня. И за тебя, и за меня сгорая плачут свечи. Казалось, плакать нам о чем? Мы в общем праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся